Чувашский регбол получит государственную поддержку. Профильная общественная спортивная организация прошла процедуру аккредитации в Республиканском министерстве физкультуры и спорта. Вячеслав Ильин выяснил, какие перспективы открывает включение в реестр региональных общественных спортивных федераций. Нет худа без добра, утверждает народная поговорка. Ковидный карантин позволил руководителям общественной спортивной организации, получившей государственную регистрацию еще в прошлом году, подать заявку ныне и на аккредитацию в профильном республиканском министерстве. Мы, как и все, попали в очень тяжелую ситуацию, где не смогли ни проводить ни соревнования, ни тренировки. Но, несмотря на это, мы прошли государственную аккредитацию, и с помощью поддержки государства мы надеемся, что наш вид спорта будет продвигаться только вверх. Регбол – популярный в молодежной среде игровой вид спорта. Аккредитация дает возможность государственным структурам оказывать финансовую поддержку Республиканской Федерации. Особенно она необходима сейчас. Собственной базы у Федерации нет. Занятия проводятся на арендуемых площадях, а с ростом числа желающих заняться этим видом спорта вопрос организации тренировочного процесса становится все актуальнее. Группы не могут вместить всех желающих, ведь необходимо учитывать и требования, которые предъявляет к количественному составу занимающихся Роспотребнадзор. Занимался раньше профессиональным спортом, но в связи с травмой так получилось, что не смог продолжить профессионально. Ну вот друг меня позвал, получается, на регбол. Я посмотрел в интернете, что это, мне понравилось. Игра очень интересная, тренировка вот первая у меня сегодня. Эмоции только положительные, все устраивает, все прекрасно. Активное участие в организации тренировочного процесса принимают и ветераны регбола. За плечами Евгения Сатин уже четверть века активных занятий борцовско-боксерским баскетболом. Опытному игроку есть что сказать, да и показать молодежи. Ветераны не сдаются, команда, конечно, молодежь наступает, но приток еще маловато молодежи. Хотелось бы побольше, чтобы приходила, к нам играла, кто видит, чтобы смотрели нашу игру. Молодежь 18-20 лет подтягивалась, потому что все равно костяк в основном возрастной, уже тем, кому за 30, вот так, в районе 30. И вот и нам уже более 40. Занятия не обходятся без игры, и хоть она носит тренировочный характер, эмоции захлестывают, как в настоящем матче. Ведь это регбол. Всего как 2 недели мы вернулись к тренировочному процессу в зале, и поэтому в данный момент мы именно даем ребятам почувствовать командный дух и почувствовать любовь к игре к регболу. Первый после карантина турнир руководство Федерации планирует провести уже в ноябре. Место проведения пока не определено, но уже известно, на кону будет титул чемпионов Чувашии 2020 года. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.